Тихая моя родина, ивы, река, соловей. Мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Где тот погост вы не видели, сам я найти не смогу. Мне тихо ответили жители, это на том берегу. На первый взгляд эти горы кажутся безлюдными. Лишь звериные тропы петляют среди заповедного леса, да изредка хищная птица перечеркнет пополам синеву неба. Редкие стоянки кочевников кажутся затерянными во времени. Жизнь здесь течет так же, как и столетия назад. И, прикасаясь к первозданному миру, ты видишь, что за суровым нравом местных жителей стоит осознанная необходимость быть хранителями древних традиций, которые помогли им выжить. Вот когда я родился, меня назвали Кадурурух. По-алтайски это крутая тропа. Кадурурух – это не просто горная тропа, это жесткая тропа. Такая, знаете, крутая. Но нельзя мне было звать Кадурурух, потому что в ЗАГСе нет такого имени. И написали Владимир. У нас родители в раннем возрасте ушли. У меня отец погиб, когда мне было 2 года. Мама умерла, когда мы уже были в детском доме. Мне было 13 лет. Когда я был маленький, у меня было вот такое, знаете, вот чувство, элемент такой обиды присутствовал. Ну, почему, допустим, у кого-то есть отец, мать, там, родители, а почему у меня нету? Что это вот? Если есть Всевышний Бог, то почему он каким-то образом не регулирует? А вот если у нас их нету, родителей, а в чем мы виноваты? Ну, а попав в детский дом, это, конечно, знаете, вот резкий, неожиданный контраст. Просто тебя бросили туда. Мама уехала, остался в этой новой среде. Понятно, там столкновения начались. Там. Воспитательница мне сказала, будут бить, не поддавайся. Сильно будут бить, мы тебе поможем. Тоска была очень тяжелая. Понимаю детей, которые сегодня из сел приезжают в интернат. Очень тяжело. И они убегают. А у меня некуда было бежать. Я понимал, что бесполезно. И вот надо с этим мириться было. У нас в семье были музыкальные инструменты. Мандолина, балалайка, аккордеон, гитара. И мама, учительница начальных классов, она играла на всех этих инструментах. Вот она хотела, чтобы мы с сестренкой были музыкантами. И вот когда нас в детский дом сдали, первое на мысль пришла, это идти в музыкальную школу. Вот я про себя думаю, если бы я здесь в Улагане прожил до 10 класса, я бы сейчас, наверное, был трактористом, механизатором широкого профиля. Или ветеринаром, может быть, в лучшем случае. И мама мне, например, в детстве еще говорила, ты всегда должен помнить о том, что кто-то всегда рядом с тобой находится и за тобой смотрит. Даже если ты один находишься. Находясь в непростой ситуации жизненной, а их бывало немало, я чувствовал, как будто бы кто-то мне помогает. Это вот место называется Кубадру. Здесь жила Иде. Она была родственницей моей бабушки по маминой линии из рода Иркит, из рода беркутов. А беркуты – это небесные создания, это тот род берет начало с верхних миров. Она была очень таким человеком, который лечил людей, на ноги ставил неизлечимых, от которых отказывались врачи. У меня, помню, в детстве ушиб головы. Я очень сильно болела и практически долго-долго не могла вылечиться. Меня просто привезли к ней, и она старенькая. Помню, вот в юрту заходишь, темно так было. Она сидела возле очага, очаг дымился. Она вот так вот в шапочке такой алтайской, вот макушку прикрывающей, вот она брала, вот благословляла и вот мазала мне маслом руку и голову тоже вот как-то. И сразу вот на завтрашний день я просто бегала, играла. И это место она осветила.
Это такое благодатное место, где завязывают кайрат ялама. Ялама – это ленточка, которая должен иметь 3 цвета радуги. Самый светлый – голубой цвет небесный, желтый – это цвет солнца, и белый – это чтобы белые мысли были, благодать. Это все молочное, такое чистое. На старую веточку нельзя вешать, потому что благопожелания, просьбы твои, чтобы исполнились, надо на свежую веточку. Завязываешь и просишь благодати и себе, родственникам, своей земле, народу. Пьянымды бер алтай жөнімі, ел жөнімі рыстуы болсын, ақсаналу болсын, көксидян болсын. Я всегда про идею Бохтун вспоминала, как она лечила. И таких людей уже нету в нашей деревне, в Лагане. Она из самых сильных. И вот повязывая ленточку, конечно же, я увидела, что это шаманское дерево. Шаманское дерево, она вот где-то в середине начинает вот разветвляться. Поэтому я, конечно, чуть не расплакалась, когда это увидела. Раньше, когда шаманы умирали, их хоронили не на земле, в Срединном мире, а они вот где-то на высоте. Вот. И вот именно на такие деревья их досочку клали именно на такие деревья. Бубен, все вот висело на таком дереве. О, седой Пазарык, где твоя слава, величие? Где твои воины, которые потрясли мир? Где ваши женщины, что, подобно буре, налетали на врага и уносились прочь? Где ваши джигиты, что, как орлы, слетали с небес и разили пришельцев? Почему молчишь, Пазарык? Почему спишь, Пазарык? Почему не встанешь, Пазарык? Легенды мама рассказывала. В год войны придешь с работы, голодный, уставший, затируху поешь, заберешься на печку, у нас русская печка была, отогреваешься, и мама начинает нам рассказывать легенды, сказки. И вот много легенд, я их уже обработал, записывал. Первую книгу я написал в 72 года. Достойная, как сейчас модно говорят, книги Гиннеса, рекорда. И вот называется «А золото здесь стерегут железные грифы». Это на основе нашей семейной легенды. То, что было в IV-V веке до нашей эры, кто похоронен в этих пазарских курганах. Говорят, что мудрость заключена в самом народе, который черпает ее от жизни, от земли. К Валентину Агафоновичу относятся на Алтае с особым почитанием. Его знают не только как писателя, сохранившего народные предания, но и как главу Совета Зайсанов. Так называют предводителей алтайских родов. В советское время Валентин Чеконов мало кому рассказывал о том, что он потомок алтайских князей, 11-й Зайсан рода Тюсь. Сегодня зайсанами могут стать наиболее уважаемые старейшины, чья жизнь была служением своему народу. Война началась, я хорошо помню, когда отец ушел на фронт, ну, по-деревенски звали его тятя. Проще, ближе. У тяти была шапка. И вот мы всегда нюхали, она пахла отцом. И она 4 года висела, пока он не пришел. Это трудные годы были. Не хватило картошки. Пошли зимой перекапывать картошку. Снег. Пошли мы с братом. Одну лунку нашли, и она осталась невыкопанной. Там хорошая картошка. Идем, он говорит, я, Валя, хочу есть. А у меня, у нас же семья большая, у нас 13 детей было. Своих 7 и 6. Это маминой умершей сестры. Он упал. Я думаю, вот, я ему дал картошку, он ее съел. И мы домой пришли. И потом, говорю, лучше той мороженой картошки я больше ничего не ел, говорит.
Я хотел быть летчиком, грезил небом. Пошел в военную школу, кончил ее, маленько полетал, маленечко. Служил в дальней авиации, сейчас стратегическая. Хвалили, но по независимым от меня обстоятельствам с ним пришлось расстаться, хотя небо мне снится до сих пор. Как мне один человек сказал, говорит, вот ты, говорит, сидишь, такой грозный, говорит, сидишь, да, вот сюда вот такой воинственный. А внутри я вижу в тебе такой мальчик Ирысту. У нас есть сказка Ирысту про мальчика, который был бедный, чубанил. Ирысту – это счастливый лично. Когда я уезжал в Абакан, мне было 14 только лет, после 8 класса, мне одна женщина сказала, ты, говорит, приедешь на Алтай? Я говорю, да вы что тут говорите? Зачем я сюда приеду? Я не приеду сюда, говорю, я буду, значит, там серьезно заниматься музыкой. Я закончил Абаканское музыкальное училище и поехал в Москву в Академию музыки Гнесиных. И вот последний год я целый год видел сны. Алтай, бабушка с трубкой. Сидит там чадыр, там, значит, казан, это лепешки большие, там, вот такая стопка. И, понимаете, это меня начало угнетать. Я потом не выдержал. 6 лет не был вообще на Алтае. Приехал. И мне было уже 28 лет. Я пешком пришел с Телецкого озера 100 километров. Тут работает бригада. Поздоровались, спрашивают, а ты, говорит, кто? Я сын Егора Кончева. Представляете, у людей сразу меняется лицо так. Потому что они все, взрослые люди, хорошо знают моего отца и мою маму. Некоторые даже начинают плакать. Так это же сын Егора Кончева. А Егор Кончев, он был кузнецом. Он был, говорит, в Улаганском районе лучшим охотником. Они же меня не видели вообще. Как с первого класса я уехал, исчез. И когда я вернулся на Алтай, что я сначала сделал? Я сделал оркестр. Я увидел, что за последние годы советской власти алтайское вот это вот исконное направление исчезло. Оно не культивировалось вообще. И такие виды, как горловое пение сказистские, или там тянар-хожон, традиционное алтайское пение, оно было настолько, знаете, вот уделом старых, таких пожилых людей, на которых надо смотреть как на, так, знаете, вот, чуть ли не больных людей. Молодежь вообще, я считал, что это, ну, вот какое было непростое время. И вот как раз формирование вот этого профессионального коллектива Алтая сколыхнуло самосознание людей. И люди начали активно возрождать свои костюмы, инструменты. И то, что сегодня происходит, конечно, это уже небо и земля. Мои бабушки все были кочевницами, и у них всегда был скот, табуны. И что моя бабушка по маминой линии, что бабушка по папиной линии, они были большими скотоводами. Это все было с детства, все привито. И сейчас я все равно себя чувствую кочевницей. Я когда приезжаю, я всегда поднимаюсь на стойбище к бабушке в Ачик. У нас там табуны немеренные, красота такая просто там. Это надо видеть, как рассказывать. Я очень люблю лошадей, я выращиваю лошадей, у меня есть свой скот, свои лошади. И я помню, до 5 лет тайга, я девочка дикая. Когда меня спустили в школу, я просто не понимала этих детей, все по-другому я воспринимала. Когда первый раз телевизор увидела, мне очень нравилось смотреть балет. И один раз я увидела фильм Анна Павлова, балерина. И вот она мне так понравилась, и мне так захотелось быть актрисой именно кино. И я вот молилась звездам, все время садилась и говорила, звезды, пожалуйста, помогите мне, чтобы я поступила. И вот я училась, что в Москве, ну и, видимо, звезды услышали меня и нагадали. И мое желание исполнилось. Я поехала в Москву и выучилась. У каждого человека своя судьба, и судьба тебя ведет.
я помню, очень тяжелый момент был такой, слом, меня просто сломали, и я смотрела в зеркало и говорила, я не хочу быть актрисой, я не хочу в этой профессии жить, я лучше буду полы мыть, я буду там продавщицей, твоя душа, она целая, твоя душа, она чистая, вот этого всего не будет, интриг, закулисная жизнь, это все и есть, это театр, понимаете. И в этот момент, я помню, мне сон приснился, что я держу инструмент традиционный, без ладов, на нем играю и горлю. Это очень большая честь, чтобы человек запел горловым пением, ну, тем более женщина. Приезжаю в деревню и вижу, висит этот инструмент топшур, который я видела во сне с узорами у сестры. Я его взяла, сразу на слух начала подбирать, и у меня просто потоками шли песни, слова, такие древние слова, я даже удивилась, откуда это все. И мне в какой-то момент позвонили, Чиныш, мы хотим вас пригласить в Санкт-Петербург к Алексею Герману, чтобы вы озвучивали его картину. И мы вот с ним встретились в Ленфильме, и он мне говорит, вы знаете, говорит, Чиныш, надо, чтобы вы мне спели так, что как будто бы земля, мать стонет. И чтобы вы сделали так, что она гудит и плачет. Понятно вам? Я говорю, да, понятно. И вот я пела, помню, озвучивала этот стон Матери Земли. И после этого, конечно, как-то само собой меня судьба вела. Я жил, деревушка называлась колхоз «Память Ленина». Сами можете представить, какова была жизнь. Я с 1939 года рождения, как раз это послевоенный период. Надеть нечего было, поесть нечего. И вот я думал, что концы отдам. Все. И когда весна наступила, слышу, скворец пищит наверху. Так мне захотелось его увидеть. Я по стенке так еле-еле, опираясь на стенку, вышел на улицу. Посмотрел, какая погода прекрасная, солнышко, тепло, птицы поют. И я вот так смотрел, говорю, Господи, я стану художником. Ну и на флот меня прямо из школы. Там 4 года я прослужил, и как раз открылся институт искусств у нас во Владивостоке. Поступил я в институт там. Когда я приехал из Владивостока, думаю, надо непременно съездить по Чуйскому тракту. И мне понравилось вот этот вот ритм гор, рек, пастбищ, отар овец. Каждый год я на целый месяц уезжал туда. Там стоянки у них, аилы. Я там жил на полу, на шкуре, шкурой укрывался. Готовил еду им иногда там, заборы чинил, выгон овец делал вместе с ними там. И вот всякие эпосы, всякие случаи в жизни они рассказывали. Они меня всегда привечали, давали лошадку, я садился верхом и куда угодно еду. Они меня уважали всегда. Вот наш Акын. Я говорю, какой я Акын? Я говорю, я начинающий художник. Они с юмором, конечно, говорили. Я говорю, хочу вот через вас, через ваш образ сделать какой-то свой сказ о вашей маленькой народности. Они сами мне эти вопросы задавали. Почему, Егорыч, ты вот нас решишь? Я говорю, мне кажется, вы самый добрый народ. И все. Я родился в Новосибирске, вырос, но своим там никогда не был. Я не один был такой. В то время мы смотрели фильмы про индейцев, про Дикий Запад и все такое прочее, где, как нам казалось, человек зависел от своего труда, от своей головы. Любая публикация об индейцах, мы еще, будучи молодыми, писали в эти редакции. Ну а там люди заняты, им некогда с нами. И они нас сталкивали и дают нам адреса. То есть я этой перепиской занимался даже в армии. И списались, договорились и переехали в маленькую деревеньку вот отсюда 15 километров. И там как бы жили такой общиной.
в первую очередь надо было выжить. А для этого нужно было повернуться лицом к этой земле, к этим людям, к этим традициям и обычаям, перенять у них то, что мы не знали, допустим. Мы не приехали на Алтай, мы приехали к Алтаю. И он нас многому научил, очень многому. Мы, допустим, года 2 или 3 жили вообще в Амшаннике. Это вот такая избушка маленькая, где зимой хранят пчел. А вот, допустим, местное население, они так и говорили, а вон там у нас индейцы живут. Мы не пили, не курили. Мы снимали фильмы, писали музыку, рисовали там прочее. Но это было как бы в свободное время. Ребята начали строить дома, я сразу пошел работать на скоте. И я у этих людей, которые со мной вместе работали, очень многому научился. Это на самом деле это высшая математика. Потому что то, что они делали, мне было просто непонятно. Они в лицо знали каждую корову. Они могли запомнить любого коня. Напарник мой приезжает меня сменять. Я должен ему предоставить определенное количество скота. Значит, он залазит на забор, дядя Ваня такой. Посмотрел так, 17 штук не хватает. Не хватает этой и этой. Так, с ними ходят вот эти и вот эти. Эти могут быть там, эти могут быть здесь. Эти, наверное, здесь, а эти, скорее всего, где-то с ними. Пригоняем этот скот, все 17 штук, а я их запомнить не могу. И первое, что я понял, что мне, как скотоводу, допустим, не хватает инструмента. А для скотовода инструмент – это седло. А потом пошла перестройка. Кто-то уехал, кто-то приехал, кто-то остался. Я стал тем, кто я есть. Я себе не изменил. Я делаю свою работу, те же седла, которые на сегодняшний день не делает никто. Я хочу заставить эту страну уважать труд скотовода. Вот это и есть моя профессия. Но страна-то огромная, а я маленький. Но я ее меняю. Я ее меняю. Ко мне ездят люди, заказывают те же седла, но мы не только о седлах говорим, мы о жизни говорим. У нас страна не космонавтов, не ученых, не строителей. Наша страна – это страна скотоводов. Это в первую очередь мировоззрение. И обладая этим мировоззрением, возможно, мы где-то подойдем к вот этой вот загадочной русской душе. Последние уже годы, когда я перевалил за 50 лет, наступил момент какой-то, знаете, апатии. А потом я понял, в чем вопрос. Наши предки, кто-то что-то делал, что это сказалось на несколько поколений, в том числе и на нас. Мы несем чью-то кармическую нагрузку, мы за что-то отвечаем. У меня было до этого, в общем-то, 2 семьи. Я воспитал приемных детей и внук даже там. Но своего последователя сына-то у меня как такового и не было. Я как бы с этим уже смирился и, думаю, ну что, значит, не дано. Вот появились люди, которые сказали: нет, подождите, вы рано себя списываете, еще есть, и у вас и будут и дети, и семья. Благодаря тому, что ты занимался упорно над возрождением своей культуры, искал талантливых ребятишек по всей республике, собирал их, ты вкладывал, ты им помогал и как отец, потому что многие дети у нас росли без отцов. Этим самым, говорит, ты в себе, как они объясняют, ты в себе, говорит, возбудил те генетические качества, которые не хватало у тебя. И поэтому ты сейчас подошел к тому, что у тебя должен быть свой сын. Но я почему-то принял это очень серьезно. И действительно, сегодня я рад, что у меня сын 7,5 лет уже исполнил. И я почувствовал какое-то новое дыхание в этой жизни. И вот мы каждый год на протяжении вот уже 8 лет сюда приезжаем, на это место. Уезжая отсюда, я чувствую, знаете, какую-то легкость. Как будто вот что-то действительно вот меняется в этой жизни. Хочется быть, больше что-то сделать хорошее, помогать. Как только ты вступаешь на эту землю, окружающий мир превращается в единое целое. Тишина и величие гор, песни ветра в степи, их дыхание становится твоим. Этот заповедный мир открывается не каждому. Здесь ничто не скрыто, но ничего не дается даром. Проверка идет на все – гордость, амбиции, жадность.
И только если душа твоя открыта и наполнена верой и благодарностью, ты готов с уважением подарить себя этим людям-хранителям и нерукотворному храму, созданному самой природой, Алтай преподнесет тебе свои дары.